Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке биологии и приглашаю вас в наше путешествие по организму человека. Тема нашего урока – опорно-двигательная система. Сегодня на уроке мы узнаем, чем представлена опорно-двигательная система, познакомимся с составом, строением и ростом костей, выясним, каким образом кости соединяются в скелете, а также рассмотрим отделы скелета человека, череп, скелет туловища, скелет конечностей и их поясов. Костная система человеческого организма устроена таким образом, что при наибольшей легкости она представляет наибольшую крепость и всего лучше в состоянии противодействовать влиянию толчка и сотрясения. Так образно и точно сказал о скелете выдающийся биолог и анатом Петр Францевич Лесгафт. Эти особенности строения скелета французский архитектор Гюстав Эйфель использовал при создании всемирно известной башни в Париже. Знания о строении скелета накапливались постепенно. Скелет начали изучать в далекие времена ученые Древней Греции и Рима. Со временем ученые накопили немало знаний о строении и функциях скелета человека. Человек постоянно двигается, ходит, бегает, танцует, занимается спортом. Без движения невозможно осуществлять трудовую деятельность. Благодаря движениям укрепляется здоровье. Ученые давно выяснили, что движение происходит за счет работы мышц, которые прикреплены к костям. В движении участвуют не только мышцы, но и кости. Это и есть две составляющие опорно-двигательной системы. Мышцы обладают способностью сокращаться и расслабляться. Они являются активной частью системы. Кости скелета такой способности не обладают. Их функция пассивна. Скелетом называют совокупность всех костей организма. Термин «скелет» произошел от греческого слова «скелетос», что означает «высушенный». Скелет выполняет опорную функцию, определяет положение внутренних органов, не позволяет им перемещаться в организме, защищает от повреждений. Еще одна важная функция костей – участие в обмене веществ и процессах кроветворения. Скелет представляет собой единое прочное образование. Он состоит из костей, хрящей и сухожилий, суставов, суставных сумок и связок, с помощью которых кости объединяются в единую, прочную и подвижную систему. Сколько же костей образует организм человека? Многие задаются этим вопросом. Тибетские врачи считали, что у человека 360 костей. Современные ученые-анатомы говорят, что их около 200. Самая большая кость – бедренная. Так, если у человека рост 180 сантиметров, то эта кость 50 сантиметров в длину. Самые маленькие кости в скелете человека – 3 слуховых косточки в среднем ухе, молоточек, наковальня и стремечко. Их длина примерно 3 миллиметра. Кости состоят из органических и неорганических веществ. В состав неорганических веществ кости входят кальций, фосфор, магний, соли натрия. Кости накапливают железо, медь и много других микроэлементов. В составе костной ткани есть и вода, и она составляет около половины массы костного вещества.
Неорганические вещества составляют 2/3 массы всего костного вещества, поэтому кость обладает прочностью и крепостью. Органические вещества придают костной ткани упругость и эластичность. Химический состав влияет на свойства костей. Чем моложе организм, тем его кости более эластичны и упруги. С возрастом эти свойства утрачиваются. Кости выдерживают большие нагрузки по твердости и упругости. Их можно сравнивать с чугуном и бронзой. Бедренная кость выдерживает 1650 кг, плечевая кость – 850 кг, а берцовая кость – до 1500 кг. Кости, образующие скелет, различаются по форме, строению. Они бывают трубчатые, короткие, плоские. Трубчатые кости – самые длинные в организме человека. Плечевая, бедренная, кости предплечья и голени – это типичные трубчатые кости. Короткими костями образованы фаланги пальцев и кости плюсны и предплюсны. Лопатки и кости черепа – это плоские кости. Также есть смешанные кости – височная кость и крестец. В верхней челюсти и в лобной кости есть полости, заполненные воздухом. Такие кости называются воздухоносными. Кости покрыты соединительной тканью, которая называется надкостницей. В надкостнице находятся кровеносные и лимфатические сосуды, обеспечивающие процессы жизнедеятельности кости. Надкостница обеспечивает рост кости в толщину, а вот в длину кость растет за счет хрящевых прослоек. Со временем хрящевые прослойки превращаются в костные, и рост кости в длину прекращается. Из костной ткани построено компактное и губчатое вещество костей. Компактное вещество находится в наружном слое каждой кости, а под ним лежит губчатое вещество. Внутри трубчатых костей имеется костно-мозговая полость, и ячейки губчатого вещества, в котором располагается костный мозг, выполняющий кровеобразующую и защитную функции. Полости длинных костей заполняет желтый костный мозг, утративший свои функции. В скелете человека 3 вида соединения костей: неподвижное, полуподвижное и подвижное. Подвижное соединение костей называется суставами. Это самый распространенный и важный вид соединения костей в организме человека. Каждый сустав состоит из суставной поверхности, суставной сумки и суставной полости. Поверхность суставов покрыта хрящом. Сверху сустав покрыт суставной сумкой, в которую выделяется жидкость, которая облегчает скольжение суставных поверхностей костей и служит питательной средой для суставного хряща. Между суставными поверхностями небольшое количество полостной жидкости. Суставная сумка укреплена очень прочными связками. Крупные суставы в организме человека – плечевой, тазобедренный и коленный сустав. Суставы способствуют сохранению положения тела и участвуют в перемещении частей тела. Полуподвижное соединение костей иногда называют полусуставами. Оно образуется с помощью хрящей. Полуподвижно соединены позвонки, а также ребра с грудиной. При полуподвижном соединении осуществляются небольшие движения тела.
Неподвижные соединения костей осуществляются с помощью швов. Так соединены кости черепа и таза. Скелет человека состоит из нескольких отделов. Череп, скелет туловища, свободные конечности рук и ног, пояса конечностей. Череп состоит из 23 костей, которые образуют два отдела – мозговой и лицевой. Кости мозгового отдела – затылочная, лобная, височные, теменные и клиновидная. Всего 8 костей. Все они соединены друг с другом неподвижно с помощью швов. К парным костям черепа относятся теменная и височная кости. Мозговой отдел образован плоскими и смешанными воздухоносными костями. Лобная кость пронизана пазухами, содержащими воздух, и это уменьшает общий вес черепа. Костные пластинки, из которых состоит мозговой отдел, отличаются большой прочностью, но по обе стороны черепа расположены тонкие височные кости. Поскольку их прочность мала, удар в висок опасен. Кости мозгового отдела образуют округлую полость черепа, в которой расположен головной мозг. Полость мозгового отдела у человека самая большая из всех млекопитающих, как и сам мозг. Лицевой отдел состоит из 16 тонких костей. Основные кости, образующих этот отдел – парные скуловые и носовые кости, непарные верхняя и нижняя челюсть. В этой части черепа человека есть единственное подвижное соединение. Оно обеспечивает движение нижней челюсти. На челюстях расположены ячейки для зубов. Это единственная оголенная часть скелета. Вокруг крупных костей находятся мелкие кости лицевого черепа, такие как парные носовые и слезные кости, которые похожи на тонкие пластинки. На лицевом отделе черепа располагаются крупные глазницы и наружное отверстие полости носа. Особенности строения лицевых костей определяют черты лица человека. В затылочной кости черепа находятся большое затылочное отверстие, соединяющее полость черепа с позвоночным каналом. Затылочная кость сочленяется с первым шейным позвонком, который является началом позвоночника. Основа скелета – позвоночный столб, который состоит из позвонков, образованных короткими костями. Позвоночник делится на 5 отделов, и в каждом из них разное количество позвонков. Шейный отдел состоит из 7 позвонков. Первый шейный позвонок – атлант – находится под самым основанием черепа и присоединен к затылочной кости. Он обеспечивает соединение основания черепа с позвоночником. Грудной отдел позвоночника состоит из 12 позвонков и является частью грудной клетки. К грудным позвонкам полуподвижно прикрепляются ребра. 10 пар ребер соединяются с грудиной, а 2 нижние пары с грудиной не соединяются, и это обеспечивает процессы вдоха и выдоха. Грудная клетка защищает сердце, легкие, крупные сосуды и другие органы от повреждений.
служит местом прикрепления дыхательных мышц. Окружность грудной клетки у людей не одинакова. Человек 18 лет, занимающийся спортом, имеет окружность грудной клетки на 10 сантиметров больше, чем его сверстники, не занимающиеся спортом. Поясничный и крестцовые отделы содержат по 5 позвонков, а копчиковый отдел позвоночника содержит 4 или 5 позвонков. Таким образом, позвоночный столб состоит из 33-34 позвонков, является осью всего тела и имеет S-образную форму. S-образная форма позвоночника человека обеспечивает упругость, гибкость, прочность и возможность совершать разные движения. Упругость позвоночника превосходит упругость древесины дуба в 5 раз, а прочность костей превосходит прочность гранита в 3 раза. Позвоночник человека образован позвонками, который состоит из тела, дуги и отростка. Между телом позвонка и дугой находится позвоночное отверстие. Накладываясь друг на друга, позвоночные отверстия образуют позвоночный канал, в котором находится спинной мозг. Скелет человека, кроме черепа и туловища, включает в себя и скелеты конечностей. У человека верхние и нижние конечности выполняют разные функции. Верхние конечности человек использует как орудие труда и совершает ими различные виды сложных движений и трудовых операций. А нижние конечности необходимы для опоры и передвижения. Скелет любой конечности состоит из 2 частей – пояса конечностей и скелета свободной конечности. Скелет свободной верхней конечности состоит из 3 отделов – плеча, предплечья и кисти. Плечо образовано одной длинной трубчатой костью. Предплечья составляют 2 расположенные рядом кости – локтевая и лучевая. Лучевая кость может поворачиваться вокруг локтевой и позволяет совершать вращательные движения. Кисть человека образована запястьем, пястью и фалангами пальцев. Каждый из этих отделов имеет много мелких косточек. В ходе эволюции уникальность кисти человека определил большой палец, противопоставленный остальным 4. Такое строение дало возможность совершать сложные действия. Свободные верхние конечности человека прикрепляются к туловищу с помощью костей пояса верхних конечностей, которые образованы 2 лопатками и 2 ключицами. Лопатка представляет собой плоскую кость треугольной формы, а ключица – S-образно изогнутую трубчатую кость. Плечевая кость образует с лопаткой плечевой сустав. Уникальное строение плечевого сустава, характерное только для скелета человека, позволяет совершать различные движения рукой, включая круговые. Скелет свободной нижней конечности состоит из бедра, голени и стопы. Массивная бедренная кость – самая крупная кость скелета человека. Она считается опорной и имеет интересную способность расти и становиться шире, если человек набирает лишний вес. Это предотвращает от искривления ног. К костям голени относят
большую и малую берцовые кости. Кости стопы подразделяют на кости предплюсный, плюсный и фаланги пальцев. Все кости нижних конечностей обладают большой прочностью. Кости свободной нижней конечности прикрепляются к туловищу костями пояса нижних конечностей. Их называют тазовыми костями. Две тазовые кости соединяются с крестцом и образуют кольцо, на которое опирается позвоночник. Тазовый пояс поддерживает и защищает внутренние органы. От величины отделов скелета и основных костей зависят пропорции тела человека. Знать их особенно важно художникам, скульпторам, ибо нормы соотношения размеров служат мерой красоты телосложения. Учения о пропорциях тела возникли в период расцвета египетского государства. Египтяне установили, что длина всего тела в 19 раз больше среднего пальца. Это правило они соблюдали при создании статуй. Красоту современного человека определяет не только пропорции его тела, но и образ жизни. Занятия спортом, танцами, плавание с юных лет – все это гармонично развивает красоту тела. Здоровый образ жизни делает тело человека красивым. Завершая наш урок, я предлагаю нам вспомнить основные вопросы, которые мы рассмотрели сегодня на уроке в форме тезисов, утверждений. Тезисы первого вопроса. Опорно-двигательная система, состав и строение, рост костей. Мышцы и скелет образуют опорно-двигательную систему. Скелет состоит из костей, хрящей и связок. Различают длинные, короткие и плоские кости. Опорно-двигательная система обеспечивает движение организма. Кости состоят из органических и неорганических соединений. Надкостница обеспечивает рост в толщину, а в длину кость растет за счет хрящевых прослоек. Тезисы второго вопроса. Соединение костей. В скелете человека 3 вида соединения костей: неподвижное, полуподвижное и подвижное. Подвижное соединение – это сустав. Неподвижное соединение с помощью швов. Тезисы третьего вопроса. Отделы скелета человека. Скелет головы, туловища, конечностей и их поясов. Скелет головы представлен черепом. Скелет туловища – позвоночник и кости грудной клетки. Скелет конечностей состоит из пояса конечностей и скелета свободной конечности. Ребята, обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. Будьте здоровы, ребята! До новых встреч! Увидимся на следующем уроке!